Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. В ночь на 4 октября в Ашхабаде был убит популярный блогер-стендап-исполнитель и комик Мухаммед Мамедов. Около 2 часов утра 30-летний мужчина возвращался домой вместе с другом. В районе, где жил Мухаммед, на него напали несколько человек и сильно избили. Затем полуживого парня преступники занесли в его же квартиру и уложили в кровать. Утром отец и малолетний сын обнаружили тело убитого. Новость об убийстве Мухаммеда Мамедова взбудоражила туркменский сегмент Инстаграма и ТикТока. Коллеги и поклонники творчества комика делились трагической новостью и рассуждали о возможных причинах его убийства, а также о предполагаемых исполнителях. Назывались различные версии произошедшего, в частности, что это поножовщина и что все произошло на некой свадьбе. Туркмен Ньюс сообщил о факте убийства комика в своем телеграм-канале, после чего с редакцией связался один из представителей туркменского шоу-бизнеса. На условиях анонимности он рассказал, что около 2 часов утра 4 октября Мухаммед Мамедов возвращался с другом к себе домой в 11-й микрорайон Ашхабада. Недалеко от дома на молодых людей напали, причем их целью был явно Мухаммед, потому что его друга почти не тронули. После жестокого избиения полуживого парня занесли в его же квартиру. По информации источника, дверь была не заперта. Отец погибшего оставлял дом открытым, когда сын намеревался возвращаться домой поздно. Преступники занесли избитого Мухаммеда в комнату, накрыли одеялом и скрылись. Утром тело обнаружили 9-летний сын Мухаммеда, Али Изгер, и отец погибшего. Друга, с которым Мухаммед возвращался домой, сейчас таскает полиция. Из-за отсутствия официальной информации, а в Туркменистане МВД не публикует сводку происшествий и не комментирует преступления, в социальных сетях распространяются самые разные слухи. Некоторые говорят, что к убийству стендап-исполнителя причастны люди, близкие к племянникам. В Туркменистане под племянниками обычно подразумевают родственников Гурбангулы Бердымухамедова. Эти комментаторы приводят аналогию с убийством в начале 2021 года Сулеймана Турсунбаева, 14-летнего ученика спортивной школы в Бахарденском Этрапе Ахалского вилаята. Подростка сильно избили его же одноклассники, потому что Сулейман был физически сильнее тех, кто метил в чемпионы. Но руководство школы, в которой он учился, заявило, что подросток якобы скончался в результате кровопотери после удаления зуба. Однако на видеокадрах последних часов жизни молодого спортсмена видно, что Сулейман явно был избит. То же самое на камеру заявили и его убитые горем родители, требовавшие справедливости в расследовании этого преступления. Десятки туркменских активистов за рубежом выходили на улицы Турции, Кипра и США с требованием привлечь к ответственности виновников трагедии. Один из активистов прямо заявил: к убийству Сулеймана Турсунбаева причастна семья влиятельного чиновника и олигарха Хаджа Мухаммеда Мухамедова по прозвищу Бриллиант. Власти Туркменистана никак публично не отреагировали на смерть юного спортсмена. Возвращаясь к случаю с Мамедовым, источник Туркмен Ньюс из среды шоу-бизнеса заявил, что врагов у убитого комика не было. Несколько месяцев назад блогер вернулся в Туркменистан из Турции, где жил в последнее время. Как и у всех представителей шоу-бизнеса, у Мамедова были завистники, но ни об угрозах и ни о каких-либо конфликтах с кем бы то ни было он никогда не упоминал. Поэтому непонятно, кому Мухаммед Мамедов перешел дорогу. Коллеги погибшего, как и комментаторы в соцсетях, указывают на несколько непонятных моментов в этой трагической истории. Во-первых, как обычные хулиганы или просто прохожие могли до полусмерти избить человека, а потом занести его в его собственный дом. Ситуация как раз доказывает обратное: Мамедова ждали и били намеренно. Во-вторых, в Ашхабаде буквально на каждом шагу стоят полицейские будки 02, где круглосуточно дежурят сотрудники. Как при такой драке никто ничего не заметил? Власти страны должны провести тщательное расследование этого преступления, найти, показать и наказать реальных исполнителей, считают наблюдатели. Хотите сообщить что-то важное? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем вам полную анонимность.